Сегодня в столице торжественно открыли новое здание Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Учреждение полностью отвечает всем требованиям современной медицины. Слово нашему корреспонденту Павлу Танину. Центр по профилактике и борьбе со СПИДом теперь находится не только в центре столицы, но и в центре медицины Якутска. На первых 3 этажах расположилась поликлиника, в которой все помещения рассчитаны специально под учреждение такого профиля. Они спроектированы так, чтобы довести до максимума конфиденциальность приемов граждан и снизить до минимума пересечения потоков пациентов. Есть и временное у нас разграничение, да, и в то же время продумано так, что у нас, во-первых, есть лифтовые и лестничные с двух сторон, да, и во-вторых, значит, чтобы биоматериал не встречался с чистым и грязным, у нас есть еще и грузовой лифт. Новый центр – большая радость и для самих врачей. Если раньше в кабинете вели прием по 3, а то и 4 врача, то сейчас у каждого есть свой кабинет. Я работаю в центре СПИД ровно 25 лет. Мы начинали 25 лет вообще в здании, в однокомнатном помещении СЭС на воздушном транспорте. Потом мы переехали в порт, в неприспособленное помещение. Поэтому сегодня мы очень рады, что мы получили здание, которое устраивает нас и наших пациентов. Также одним из главных предметов гордости является лаборатория. Она занимает 2 верхних этажа. Современное автоматизированное оборудование, которым она оснащена, сводит до минимума человеческий фактор в установке диагноза. На базу этой лаборатории планируется провести централизацию лабораторий. То есть мы будем теперь как бы дополнительно принимать другие виды исследований. Исследования это у нас будут увеличиться как иммуноферментные, так выполняемые анализом, иммунологические. Они будут поступать в основном из учреждений города Якутска и республики. Это не последнее новоселье центра. Планируется, что в следующем году построят отдельное помещение для приема граждан из других стран. А сейчас для них работает специальное отделение, которое после переезда переоборудуют под дневной стационар. Павел Танин, Сарглана Захарова, Андрей Секритов, НВК Саха, Якутск.